Шашлык получился настолько вкусным, что все уплетают его с удовольствием. К сожалению, с рецептами и секретами с нами не поделились. Большая страна сегодня отмечает День народного единства. История праздника, особенности традиций и уникальная кухня в сюжете. Добровольцы испытывают третью российскую вакцину, разработанную в Федеральном научном центре Чумакова. Она будет доступна как для персональных компьютеров, так и для версии для, мобильная версия будет. За реализацией нацпроектов будут следить через программное обеспечение, разработанное ингушской командой «Системный код управления регионом действий». Рабочий график до 9 вечера. Сотрудники полиции и администрации Назрановского района провели очередной рейд по местам общепита. Ничего смертельного от попадания не будет, но синяки остаться могут. Это новости 24. Здравствуйте. Сегодня отмечаем День народного единства, который объединяет всю многонациональную Россию. Праздник молодой, но имеет глубокие исторические корни. Жители Ингушетии поздравил глава субъекта Махмуд Али Калиматов. Цитата. «Уважаемые соотечественники, единство народа помогает нашей стране развиваться и двигаться вперед. Опора на традиционные духовные ценности, уважение к истории страны, стремление сделать ее сильной и процветающей державой объединяют нас и сегодня». Судьба Ингушетии вот уже 2,5 века неразрывно связана с Россией. Благодарность старшему поколению, гордость за их ратные и трудовые свершения всегда будут служить нам примером сплоченности, солидарности и патриотизма. Многонациональная Ингушетия всегда была и будет опорой для нашей великой страны. Сегодня жители региона активно участвуют во всех преобразованиях, проводимых в России. Стараются воспитать молодое поколение в самых лучших традициях. Уверен, что вместе мы сможем преодолеть любые трудности, решить самые сложные задачи, обеспечить достойное будущее нашим детям и внукам. Мира, благополучия, процветания Ингушетии и Великой России. Конец цитаты. По-настоящему теплый праздник прошел сегодня в Магасе. В честь Дня народного единства там организовали выставки народных ремесленников и продемонстрировали кухню самых разных национальностей. Показали гостям и мастер-классы. Пообщался с представителями диаспоры и глава Ингушетии. Репортаж Залимхана Калоева. Он поет на своем, но чтобы понять, о чем, не обязательно знать язык. Единство, вера в светлое будущее и сплоченность. Старинные ритмы гор созывают на праздник всех жителей и гостей столицы. Принять участие и разделить торжество вместе с ним. Тем временем для всех желающих бесплатные мастер-классы дают дагестанские умельцы. Они не только показывают свою продукцию, но и рассказывают о процессе изготовления изделий и делятся своими секретами. Забивается металл в дерево вот таким образом. Сперва делается надрез такой, ставится вот такая мельхиоровая пластинка, и режется вот так притык, и точный молоточный удар. Потом все шлифуется, красится бордовой натуральной морилкой, и в итоге получится вот такая работа. В основном ценные породы, да, абрикос, грецкий орех, боярышник, бук, кизил. Сколько времени уходит на создание вот этого шедевра? Ну, где-то 2-3 месяца. А вот эти кувшины только на первый взгляд кажутся серебряными. Мастер медночеканных изделий из Хасавюртовского района Дагестана этим ремеслом занимается с детства. Тонкости техники, ручной гравировки и придания сосудам нужной формы. Всему этому его научили предки. Сегодня Магомед Шейхов старается, чтобы это дело не оказалось забытым. Испокон веков занимались вот этим ремеслом. Это называется лудильные. По металлу, материал, у нас основной мед и латунь. Сперва, раньше, мы покрывали олово, называется лужение. Сейчас мы научились никелировать.
Поздравить и разделить вместе с гостями торжество приехал и глава Ингушетии. Махмуд Али Калиматов осмотрел подворье, пообщался с представителями разных диаспор и познакомился с национальными блюдами, о которых раньше не слышал. У нас называется бахок. Бахок? Да, на аварском. Это халва. Вот это с чем? Фасоль? Это суп. Там и фасоль, там и кукуруза. 9 ингредиентов. От разнообразия блюд рябит в глазах: хинкал, чуду, узбекский плов, абрикосовая каша, чапельгаш. Настоящее гастрономическое путешествие даже для самых искушенных гурманов. Одни межерик называют, другие сискал называют. Там курдюк, лук, тмин. Вот халва жидкая. На топленом масле варят пшеничную муку, добавляют сироп. И вот тоже наше национальное блюдо. Вот творог со сметаной, вот чудушки из творога. А вот плов тут двух видов: узбекский и киргизский. Мадина Мадрахимова делала его к празднику с особой любовью, чтобы удивить гостей и хотя бы на несколько минут перенести на свою малую родину Киргизию. Рецепт как это обычно, его чайхана у нас готовит. Ну я сейчас по-домашнему готовила. Сначала мясо, потом лук, морковку пожарила. И вот рис потом в конце. У нас такой плов получилось. И получилось такое чудо, да? Да. Угощаем вас тоже. Пловом, но гастрономический фаворит по-прежнему кавказский шашлык. Готовят его опытные повара, представители двух диаспор, азербайджанской и дагестанской. Сегодня они соревнуются между собой на качество, быстроту и вкусовое превосходство любимого деликатеса. Какой шашлык вкуснее, вот по-вашему? С какого мяса? Баранина вкусная. Баранина, корейка очень вкусная. Баранина, корейка, спинка, все они вкусные. Шашлык уже готов. Вот. Секрет у нас никуда не говорит. Совсем скоро жюри должно оценить старания поваров и решить, у какой диаспоры шашлыки получились лучше. Но наш голос мы смело отдали в копилку азербайджанской диаспоры. Шашлык получился настолько вкусным, что все уплетают его с удовольствием. К сожалению, с рецептами и секретами с нами не поделились, но мясо очень мягкое и очень вкусное. В День народного единства было бы неправильно кого-то разделять или обделять, тем более, что все старались. Поэтому первое место получили все команды, а в качестве призов настоящие кавказские папахи. Кроме прекрасной солнечной погоды, этот день украсили и солисты, а гости мигом пускаются в пляс. Праздник мира, добра и толерантности. Он действительно объединяет. В самом маленьком регионе страны в мире и согласии проживают более 70 национальностей. Для каждой из них Ингушетия успела стать второй родиной. Здесь они нашли своих друзей, кров и долгие годы живут в соседстве. Как, например, Лорхен Гюнтер. У представителя немецкой диаспоры даже мысли не было уехать из региона. Вот у меня нет ни братьев, ни сестер, кроме моих двух детей. Поэтому мои друзья, мои братья, мои сестры здесь находятся в Ингушетии. Я счастлива, что у меня такие исключительные соседи. Они всегда беспокоятся, нуждаюсь ли я в чем-нибудь. Всегда оказывают помощь мне. Руку помощи никогда не отнимают от меня. День народного единства празднуют только раз в году, но поддерживают это единство на протяжении долгих лет, не забывая древний постулат «В единстве наша сила». Фестиваль художественной самодеятельности Ассамблеи народов Ингушетии собрал представителей самых разных национальностей. Сегодня представители всех национальностей, начиная с киргизов, азербайджанцев, грузинов и так далее, все народы сегодня здесь. Мы провели конкурс шашлыка, мастер-класс лепешек идет, фестиваль национальных культур идет, художественной самодеятельности республики. И это все в совокупности объединяет все народы. И это наш мир. Пользуясь случаем, я поздравляю весь наш мир, всю нашу Россию с праздником Днем народного единства. Народные гуляния прошли на славу, несмотря на сложную ситуацию с коварным вирусом. Всем гостям раздавали медицинские маски и обрабатывали руки. Одно можно сказать точно: голодным и грустным отсюда никто не ушел. Зелимхан Калоев, Майрбек Миржоев, Новости 24. Больше 30 лет дружно живут на одной ингушской земле. Турки-месхетинцы за время проживания в республике прекрасно освоили пахотные земли. Получают образование, учат ингушский язык и принимают гостей. В День народного единства они по традиции собрались вновь большой семьей за праздничным столом. Ирина Цычоева присоединилась. Когда мужчина готовит, это бывает по-настоящему плохо.
Традиционно казан на огне, а значит самое время показать, кто в доме хозяин. Плов лучше мужчины приготовит только другой мужчина, признается Бенали Халилов. Турки говорят, женщина плов может превратить в кашу, а вот мужчина сделает из него коронное блюдо. Не знаю, как ингуши или другие готовят. Мы вот видите, вот это мясо также оставляем. И масло в этом мясе остается так, сверху начинаем другие вещи добавлять. И никогда мы мясо с рисом не смешиваем. Вот уже больше 30 лет они дружно живут на ингушской земле. Турки-месхетинцы, прирожденные земледельцы, выращивают овощи. Говорят, здесь земля особого качества. Нужно только желание и труд. Ингушетия для них стала вторым домом. Здесь они обрели спокойствие и начали новую жизнь. 31 год, как мы приехали сюда. Спасибо ингушскому народу, что они нас приняли, они нас поддержали. Эти люди такие же люди, как и мы, с судьбой одной, верой одной. Человек есть человек, надо в тягости помочь. И Ингушетия не только нас принял, да, все приходили, уходили, но приняли, дали возможность прописаться, регистрироваться. Тем временем мясо в казане готово. Добавили лук, последний нужно прожарить до коричневого цвета. Все овощи тоже режет сам Бенали. Каждый по-своему делает, мне кажется, этот плов, отличие вот из приготовления. Мне кажется, только в этом. А так рис, морковка, мясо, этот лук, все же одно и то же. Как вы, когда вы ложите вот это, например, важно, да, вот приготовление. Технологии приготовления пищи, мне кажется, в этом. Кто как делает, а в чем делает, это нету, потому что рис. И ингуши, например, рис ложат, и мы рис ложим. А вот самый главный ингредиент в блюде – рис. Его хорошо промыли, добавили в казан. Теперь осталось ждать, пока все приготовится. Женщины в доме накрывают на стол. Сегодня праздник, а значит соберутся все друзья, родные и родственники. Ждет всех с нетерпением и бабушка Фикрия. Сама учитель по профессии, воспитала прекрасных детей. И все эти годы дружно живет со своими соседями здесь, в Ингушетии. Недавно моя день рождения, это делал Гуля, моя сноха, все приехали. И подарками уважает. Очень я люблю это соседи, уважаем. И так и мы живем потихоньку. Все дети в этой семье прекрасно говорят на ингушском. Мухаммад учится в 5 классе. Его родина Ингушетия. И он говорит, что здесь он свой. Не обижают. Тем временем гости уже собрались. В честь Дня единства приехали родственники, друзья и зашли соседи. День народного единства в этом доме любимый праздник. И еще один повод собраться за большим семейным столом. Любимое блюдо, конечно, это плов. Поучаствовать в приготовлении не разрешили, но зато доверили самую важную миссию – поставить его на праздничный стол. Сегодня турки-месхетинцы занимаются в Ингушетии любимым делом. Получают образование, работают и развиваются. Среди них есть врачи, учителя и депутаты сельских городских советов. Ежегодно турки-месхетинцы принимают участие в благотворительных акциях, раздают продуктовую помощь малоимущим. Мы сегодня, как вы видите, Дню единства народов Российской Федерации, я поздравляю всех народов, живущих в Российской Федерации, Днем единства. Дай Аллах, чтобы у нас всегда было единство. Единство подразумевается братство, мир, согласие, экономика развивающая. Если единства не будет между народами, этого ничего не будет. Дай Аллах, чтобы люди поняли смысл слова единство, что такое. Мы живем очень хорошо, дружно, давно живем и не собираемся никуда уехать. Вам большое спасибо. С 89-го года мы с вами очень дружно живем, взаимопонимание очень отлично. Ну, торгуем, купим, там, этими делами занимаемся. У нас все порядок, очень хорошо. Вам нравится собираться такие праздники? Вот такие, мы всегда и собираемся так дружно. Мы еще когда жили в Вознесеновке, мы жили очень соседями. Культурно, взаимопонимание всегда было. Праздник это единство, это очень хороший праздник, это скрепляет людей. Люди должны жить дружно, мирно, чтобы не было войны, самое главное. Поэтому, ну вот здесь, вот, я не знаю, конечно, не буду говорить за всех людей, которые, но вот рядом мы соседи, мы очень дружные. Впереди еще долгие разговоры за праздничным столом, ведь День единства – это день дружбы и гостеприимства, и этим людям точно есть о чем поговорить. Рина Сычоева, Магомед Белакиев, Новости 24.
День народного единства России отмечает 16-й раз. Праздник символизирует самобытность и сплоченность нашей огромной державы. Об истории зарождения праздника и о важности даты расскажет Амина Бокова. Более 190 народов, разные традиции, вероисповедания, климатические условия и часовые пояса. Сегодня жители многонациональной и многоконфессиональной России отмечают День народного единства. Во всех городах страны проводятся как живые, так и онлайн-концерты, представления, благотворительные акции. Формат не имеет значения. Важно то, что хотят сказать люди – мы едины. Праздник День народного единства был учрежден в 2005 году, но его история уходит корнями в 1612 год, когда в России начался политический кризис, получивший название «Смутное время». Власть перешла к Совету бояр, который присягнул на верность польскому королевичу, а значительная часть страны оказалась под контролем польско-литовских отрядов. Тогда в Нижнем Новгороде было создано народное ополчение для освобождения земель от иноземных захватчиков. В него вошли более 10 тысяч людей – крестьян, казаков, стрельцов, дворян. Наравне с русскими в ополчение вошли марийцы, чуваши, коми и другие народы Поволжья и Севера. Под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 4 ноября 1612 года народное ополчение освободило Москву от польских интервентов. С изгнанием поляков из Кремля завершился долгий период смутного времени в России. А уже в 1613 году царь Михаил Романов учредил праздник День очищения Москвы от польских интервентов. В советские годы 4 ноября не отмечался и даже не был выходным. Вместо этого 7 ноября страна отмечала День Великой Октябрьской революции, а уже в 96-м его переименовали в День примирения и согласия. И лишь в сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днем и отмечать его как День народного единства. День народного единства, он важен тем, что когда люди сплочаются и в одной, как говорится, системе находятся, это наша сила, это наша гордость и все. Когда это разделяется, это очень плохо, это нехорошо. Лучше быть в мире, в согласии. Это... Когда есть мир, тогда мир. Название «День народного единства» было выбрано не случайно. В пояснительной записке к проекту закона о введении нового праздника сказано: 4 ноября 1612 года воины народного ополчения продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Таким образом, День народного единства вовсе не новый праздник, а наоборот, возвращение к старой традиции, которая лишний раз напоминает нам, что сила в единстве. Амина Бокова, Новости 24. Сейчас к данным по коронавирусу. В стране за сутки выявили 19 768 случаев. Общее число заболевших за все время 1 693 454. Выздоровело 1 266 931 человек. В Ингушетии за сутки выявлено 63 новых случаев заражения. Всего подтвержденных случаев заболевания 7588. Выздоровели 6001 человек. 37 пациентов в отделении реанимации. 7 из них на ИВЛ. Продолжается вторая фаза вакцинирования от коронавируса. Сейчас добровольцы испытывают третью российскую вакцину, разработанную в Федеральном научном центре Чумакова. По словам профессора, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова, никаких побочных эффектов не зафиксировано, кроме болевых ощущений в месте укола. Данную фазу планируют завершить в декабре месяце. Затем будут поданы документы в Минздрав и, возможно, в том же месяце будет получена регистрация третьей российской вакцины от COVID-19. Системный код управления регионом. Образовательная программа «РАНХИКС». В ней приняли участие 7 представителей нашей республики. Они презентовали свое ноу-хау. Программное обеспечение, связанное с мониторингом реализации нацпроектов. Команда вошла в тройку лидеров. О деталях изобретения в сюжете Даны Плиевой. Она будет доступна как для персональных компьютеров, так и для версии будет для, мобильная версия будет для телефонов.
Правда, пока вместо цифрового формата только бумажный, но скорой реализации проекта по созданию новой информационной базы у Мусыплиева с коллегой нет сомнений. Программное обеспечение под названием «Будь в курсе» позволит размещать актуальную информацию о федеральных целевых проектах, этапах их финансирования, порядке формирования кадрового потенциала и вести детальный мониторинг за реализацией нацпроектов. Суть программы – это доступ граждан России к мониторингу реализации национальных проектов на территории Российской Федерации. Там есть интересные, скажем так, разделы для инвесторов, для представителей малого и среднего бизнеса, в конце концов, просто для населения. Все-таки население имеет право знать, как и насколько эффективно реализуются национальные проекты на территории Российской Федерации. Информационная платформа для инвесторов и предпринимателей, а также населения, придуманная недавно, стала итоговой работой в рамках образовательной программы «Системный код управления регионом». Ее инициатор – Высшая школа госуправления РАНХИКСа. В течение 3 месяцев более 1000 участников из 36 региональных команд 4 федеральных округов принимало участие в различных мастер-классах, круглых столах и встречах. Из-за пандемии они прошли в онлайн-формате. Среди них и команда из Ингушетии. В составе 7 человек обучение проходили представители от разных министерств и ведомств. Участие в программе инициировано главой региона Махмудом Али Калиматовым. Цель проста – улучшить с помощью таких образовательных курсов кадровую политику республики. Несмотря на немалый опыт в управленческой деятельности, Мухажир Албаков отмечает, на таких встречах перенял много интересных методик и практик. Узнали, как управлять регионом, как взаимодействовать с другими регионами, допустим, для продвижения той или иной программы, как можно продвинуть эту программу. Допустим, разговаривая с инвесторами, я уже более глубоко знаю, как кого можно заинтересовать. Очный этап проходил в Ростове-на-Дону, где участники демонстрировали свои знания уже на практике. К примеру, как наладить инвестиционный климат в том или ином регионе. Команде из Ингушетии достался Хабаровский край. Насколько удачно справились участники, говорит грамота. Общий балл 290, Республика Ингушетия вышла на 1 место из 10 команд. На период до 2025 года нашей команде надо было разработать механизм выведения Хабаровского края, его валового внутреннего продукта и других экономических показателей на положительный уровень. Такая электронная игра, но с учетом того, что Хабаровский край, территория очень огромная, с мощнейшей инфраструктурой, да, поначалу было тяжело, скажем так, сгруппироваться и определить наши шаги нашей команде. Но визитной карточкой стало все же программное обеспечение по нацпроектам. Разработкой занялись совместно с Кабардино-Балкарией. Защитив его, наш регион вошел в 3 лидеров по СКФО. Проект амбициозный. К 2024 году, мы надеемся, будет уже реализован по территории всей Российской Федерации. Ну а создание такого проекта – заслуга той же образовательной программы. Ее суть – научить командному взаимодействию двигаться к цели сообща очень хорошо усвоили наши участники. И такую же практику намерены внедрять и на своих рабочих местах. Дана Плиева, Марбек Миржоев, Новости 24. Работа общественных заведений запрещена после 21 часа. Этот указ главы республики в связи с распространением COVID-19. Напомню, режим повышенной готовности введен с 22 октября и вплоть по 1 декабря. Сотрудники полиции и администрации Назрановского района провели очередной рейд по местам общепита. Заведения, работающие после 9 вечера, были уведомлены заранее, письменно. Сейчас недобросовестных предпринимателей ждет административная ответственность. ел алачқан текәжі фири рестораныш кафештани қиры хозяйныжы камалда да царцани хатбихап ох администрации совместно с участковым царцани камалда уже насчет штраф то из штрафа то билуш кадаху что хадыжо камал каджа уже за не побоится. Возвращаемся к празднику. Торжества проходят по всей стране, но в этом году с поправкой на пандемию. В основном в онлайн-формате. Праздничные выступления артистов транслируют на национальном телеканале Ингушетия. Наш корреспондент присутствовал накануне на записи специального концерта.
Камера, мотор, поехали! К записи концерта ко Дню народного единства готовы. Песни, танцы и дружеская атмосфера. Мероприятие проходит на высшем уровне, как и всегда. Вот только вместо зрителей и оваций здесь режиссерские подсказки. Эпид-обстановка диктует свои правила, но это не помешало празднику. Раньше такие мероприятия государственного значения проводились массово, очно, с присутствием зрителей. Но мы понимаем, что очень сложная обстановка у нас в регионе и по всей России, поэтому, к сожалению, мы решили сначала записать и, соответственно, его выпустить уже в эфиры. Зара Базоркина, Алаудинец Мурзиев, Любовь Барахоева, ансамбль «Магаз» и многие другие. Телезрители окунутся в многогранный мир музыки, где им представят мелодии не только на русском, но и на ингушском языках. Во всех выступлениях одна тематика – «Россия – наш общий дом». Артисты через песни и танцы выражают свою дружбу, а тот факт, что представители разных народов уже многие годы живут в Ингушетии, которая успела стать для них родным домом, говорит о главном – единстве. Пока в зале проходит запись концерта для онлайн-формата, за кулисами самая интересная репетиция. В гримерке жизнь играет другими красками. Здесь времени зря не теряют. Последние штрихи в макияже, прогон коллективного танца. Артисты немного волнуются. Странно даже выступать без зрителя. Ну, как-никак у нас идет как карантин. И чтобы зрители не оставались без внимания нашего, мы вот делаем так вот. Поздравления сегодня звучат не только в песнях и стихах, но и в прозе. Я желаю нам всем мирного неба, здоровья в первую очередь. Несмотря на вот эти вот обстоятельства, хочется пожелать в первую очередь здоровья и также, чтобы не было войны. Пользуясь случаем, поздравить всех нас с этим знаменательным днем, День единения народов России, пожелать нам больше добра, позитива, спокойствия в наших семьях и, конечно, процветания нашей огромной страны России. Настройка микрофонов, приглушенный свет и зоркий взгляд оператора при выборе правильного ракурса. Чтобы зритель смог увидеть концерт на экранах своих телевизоров, наша режиссерская группа трудится без перерывов. Здесь важно учесть все нюансы. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24. Россия сквозь века. Фотопроект ко Дню народного единства проходит в аэропорту Магаз. 50 картин, полностью отображающих красоты нашего края. Организатор – группа компании «Регион» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Продолжение в сюжете. Юлия Шевченко только приступает к своему новому произведению. Древняя архитектура горной Ингушетии, которая так впечатлила и вдохновила художника из Ростова-на-Дону, плавно переносится сюда, в зал прилета аэропорта Магаз. Юля окончила Академию искусств 2 года назад, занимается росписью стен. Свою экспозицию она хочет посвятить Дню народного единства. На этой стене представлена природа Ингушетии. Мы с представителями аэропорта и комитет туризма мы согласовали эскизы, и на этой стене будет изображена природа всей Ингушетии и достопримечательности ее. Первый рисунок это будет рассвет, также там будет 2 туриста. На второй картинке будет турист с рюкзаком, это будет ясный день. И на последней картинке будет закат, также с туристами и с национальным вашим танцем. Я первый раз в Ингушетии, мне очень понравилось. В первый день мы посетили район Джайрах, или как правильно сказать. И меня вдохновило то, что здесь очень тепло, солнечно, и люди располагают к себе, очень тепло приняли. Прибывающие в аэропорт Магаз здесь в зале прилета также могут увидеть фотовыставку «Россия сквозь века». 50 фотокартин, представленных здесь, знакомят жителей страны с красотой природы, разнообразием архитектуры, богатством культурного, исторического и духовного наследия республик, краев и областей Российской Федерации. Выставка приурочена ко Дню народного единства. На данных фотоработах изображены вообще все те виды, пейзажи, лица и люди, которые так или иначе олицетворяют не только всю Россию, но и, конечно же, туристический потенциал всех регионов нашей страны. В экспозициях представлены практически все регионы. Приятно отметить, что данная экспозиция, она гастролирует по всем 85 регионам России. Экспозиция также размещается в
музеях, галереях, терминалах аэропорта. По словам Жанеты Гулиевой, фотовыставка представлена в различных аэровокзалах страны. Аэропорт Магаз, в свою очередь, охотно представил терминалы и залы в поддержку инициаторов проекта. Данная кампания и данный пиар-проект инициирован группой компаний «Регион» при поддержке Федерального агентства по массовым коммуникациям и печати. Соответственно, они выступили с предложением провести данную экспозицию, в том числе в воздушной гавани Ингушетии, и на что Комитет по туризму и сотрудники аэропорта, и руководство аэропорта дали положительный ответ. И, соответственно, мы сейчас, и мы как жители, и все наши дорогие туристы, и приглашенные гости, и посетители нашей республики могут лицезреть эту красоту. День народного единства – праздник, который отмечается всей страной. Россия – государство, в котором проживают более 190 народностей. Их самобытность, культура и историческое наследие теперь доступны для всех прилетающих. Фотовыставка продлится до 10 ноября. Идрис Ижиев, Адам Мережков, Магомед Белакиев. Новости 24. Вместо оружия маркер, вместо пуль капсулы с краской. Турнир по пейнтболу, посвященный Дню народного единства, прошел в Арамхи. Команды сошлись в импровизированном сражении. В игре на выживание приняли участие 4 группы. Муслим Ганиев с подробностями. Лог Арамхи сегодня как будто в зоне боевых действий. Отовсюду слышны армейские команды и звуки выстрелов. Правда, звуки эти не боевых оружий, а их братьев меньших, пневматических. Здесь проходит второй турнир по пейнтболу. Условия турнира максимально приближены к боевым. Вот только вместо металлических снарядов здесь резиновые шары, а внутри специальная краска. Ничего смертельного от попадания не будет, но синяки остаться могут. Главное орудие турнира – пейнтбольный маркер. Он стреляет покрытыми желатиновой оболочкой шариками с краской. Работает маркер на принципе сжатого воздуха. В специальном баллоне на тыльной стороне находится сжатый кислород. За счет воздуха толкает поршень. То есть это называется болт. Он обратно вот сюда выходит воздух, выкидывает шар. А количество шаров ограничено? Сюда помещается 200. Пейнтбол – игра командная, поэтому, как говорится, один в поле не воин. Пока одни выясняют отношения на полигоне, другие в очередной раз повторяют стратегию игры. В середине целати и лока, калаца и локаца еще хулиш. И лока больше не замыкающий хугу. В середине ворвожи, лока харчи ворвожи. Аж будешь, бьют евро последнего чач. Правила игры максимально просты. 2 команды, в каждой по 5 игроков. У каждого в руках пейнтбольный маркер с запасом 200 снарядов. Задача каждого попасть в соперника. В кого попали, тот вылетает. Второго шанса здесь не дают, а значит нет и права на ошибку. Попадание само это именно раскол шарика. У нас будет сейчас попадание считаться в любую часть тела. Попал, вылетел, да? Попал, вылетел. На каждую игру командам дается по 15 минут. За это время участники должны нанести как можно больше урон сопернику. По истечении отведенного времени судья проверяет, сколько игроков вылетело, и выигрывает та команда, в которой осталось больше всего участников. 15 минут игра. Там, где остается меньше игроков, та команда проиграла. Территория полигона ограничена специальной лентой. За нее можно заходить только в специальной экипировке. Да и рядом с ней лучше находиться в специальном шлеме. А то может прилететь. Территория полигона, где проходит турнир, около 1 гектара. Кроме искусственных укрытий в виде деревянных щитов и покрышек, здесь есть и природные в виде деревьев. А это значит, главная задача успеть за них спрятаться, пока соперник не успел прицелиться и выстрелить. Такой турнир нельзя было упускать, поэтому нужно было попробовать и испытать удачу. Впервые сейчас? Нет, раньше играл, но не на открытой местности, а да. Трудности были, да, потому что здесь большой угол, здесь склон огромный, поэтому трудновато было. Республиканский турнир в Джейрахе проводят 2-й раз. Сегодня принять участие изъявили желание с десяток команд. И только 4 из них дошли до самих соревнований. К сожалению, в связи с пандемией у нас сроки немного отошли. А так хотели провести мероприятие еще в летнем периоде. Мероприятие у нас республиканское, Кубок Арамхи. Принимают участие и отдыхающие наши с курорта, а так просто местные жители.
По результатам турнира первое место заняла команда из Карбулака «Алькатрас». Свои игры они провели с минимальными потерями, а это главный признак победителей. Игрой мы довольны, тактика у нас была такая, то что мы ожидали на месте противников в основном, просто занимали более выгодные места, чтобы обстреливать их. Турнир как раз тот случай, когда главное вовсе не участие. Помимо поздравлений, победителей наградили кубками, грамотами и денежными призами. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия.